Здравствуйте, приветствуем телезрителей телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24». Это программа «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Здравствуйте. На этой неделе информагентства разместили решение Тверского суда Москвы о том, что граждане России могут пользоваться ранее запрещенными соцсетями в мирных целях и в рамках закона. Итак, по сообщению ТАСС, граждане России могут пользоваться продуктами американской компании Мета. Деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации, если не ведут экстремистскую деятельность. Это следует из решения Тверского суда Москвы, запретившего деятельность организации в России. Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности, говорится в полном тексте решения суда, опубликованном в понедельник на его официальном сайте. 21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории Российской Федерации. Такое решение немедленно вступило в силу. Это означает, что с точки зрения закона ответственности за пользование запрещенными в России соцсетями нет. То есть вы можете продолжать там читать, комментировать, лайкать и даже постить, но при этом необходимо обращать внимание на содержание публикаций и комментариев, чтобы они не нарушали, опять же, новое законодательство о фейках, о дискредитации вооруженных сил РФ и так далее. Если публикации касаются исключительно вашей жизни, если это блог о кулинарии или о красоте, то ничего страшного, закон вы не нарушаете. И мы должны как раз понимать, что экстремистским признается не сам программный продукт, то есть, но именно разработчик этого программного продукта. При этом пользователи в России теперь не могут покупать официальную рекламу, таргетированную в этих соцсетях, и также не могут использовать их официальные изображения. То есть соцсети теперь без рекламы и монетизации. Насколько интересно, без этих составляющих работа в интернете для блогеров и людей, которые продвигали свой бизнес. Ну и для предприятий, напрямую связанных с работой в интернете. Сегодня поговорим об этом, как изменилась их жизнь. Происходит ли перезагрузка в соцсетях, осваивают ли блогеры новые платформы или все же аналогов нет? Об этом мы поговорим с нашими гостями в студии. Что, дорогие гости, вы так или иначе зарабатывали в соцсетях, которые стали запрещены. Каково же это, потерять главный источник продвижения? Ну, ужасно, конечно, потому что у меня вся торговля, у меня две компании, мы 100% сидели на таргетированной рекламе. И за эти годы я открутил там, наверное, несколько миллионов рублей я перечислил туда, в США. Да? И я планировал, что эта аудитория, которую я набрал с помощью таргетированной рекламы, будет приносить мне доход и как бы окупать эти деньги. Я рассматривал это как капиталовложение, которое рухнуло в одночасье. И у нас резко все остановилось, лиды, заявки, все, значит, все остановилось, потому что вот эта самая запрещенная сеть, которую, наверное, нужно упоминать или нет, все было вот в этой сети. Вот. Но я понимаю, что все равно в долгосрочной перспективе это временная проблема, потому что все-таки главное это не способ распространения информации, а сама информация. И не носитель, на котором написан текст, а сам текст. То есть если ты умеешь писать текст, то ты найдешь, как его написать, как его распространить. Сейчас я тестирую Яндекс.Директ, инструмент для таргетированной рекламы, и в принципе он работает. Я не скажу, что так хорошо, как Инстаграм, но для начала, в принципе, там стоимость привлечения клиента достаточно нормальная. То есть если эта платформа будет развиваться, туда будет приходить больше людей, там Яндекс.Дзен, там и такие другие платформы, то будет нормально. Потом, что касается Телеграма, мне лично он совсем не нравится, мне неудобно. Мне не нравится, что видео загружается очень долго, и очень не люблю я этот Телеграм, но его тоже в качестве рекламной площадки я уже использую, в принципе он тоже работает. А как блогер я в принципе вообще не напрягаюсь, потому что я считаю, что если контент людям нравится, он сам как-нибудь дойдет.
Хорошо, Давайте спасибо. спросим у Дарьи. Дарья, расскажите, у вас, я так понимаю, магазин модной одежды, и основные продажи у вас как раз были через соцсети. Да, у нас бренд, получается, якутской одежды, мы ее производим здесь, и, соответственно, конечно, когда мы его создавали, это был вообще 19-й год, там, то есть мы продавались в офлайне, а когда уже 20-й год наступил, со всеми своими, будем называть их изменениями, да, мы перешли активно в онлайн, и, соответственно, упор был ровно на ту соцсеть, которая сейчас уже невозможно осуществлять различный таргет там, и так далее. Но сейчас что мы делаем? Во-первых, конечно, можно работать через блогеров, то есть тех, как бы тут с точки зрения как блогера, допустим, который как раз мой контент, например, очень связан с одеждой, да, то как бы можно продвигать, допустим, через блогеров, да, что мы, в принципе, и делаем. И еще другой вариант, наверное, это то, что ну, то есть осваивать другие соцсети в любом случае. Мы вынуждены это делать, но наши покупатели, которые были, они были по всей России. И, конечно, так или иначе, они базировались в той самой соцсети. И для нас на начале да, объявления этой новости, конечно, был небольшой стресс, потому что мы растерялись. То есть как бы нужно что-то предпринимать, а уже устаешь в какой-то мере последнее время, все время что-то предпринимать. То есть, ну, силы, скажем так, заканчиваются. Это какая-то такая последняя капля уже была, но мы, скажем так, собрались мыслями и запустили новую коллекцию, то есть и уже заблаговременно, то есть думаем о том, как мы будем ее продвигать. Скорее всего, это будут блогеры, то есть какие-то лидеры мнений, и которые базируются не только в той самой соцсети, но и в других, которые сейчас, скажем так, Ну, то есть это, осваиваются. получается, будет нацелено на имидж, да, то есть на бренд, на Да, продвижение да, бренда. в любом... Но не прямые продажи. Да, уже не прямые продажи, потому что, ну, люди ножками, мы планируем, по крайней мере, что люди ножками до нас дойдут. Если уж захотят приобрести что-то, то мы, понятное дело, что, опять же, ссылки свои размещать уже так не получится сейчас. Даже есть такие случаи, когда ты, то есть, отправляешь ссылку, а по ней нельзя уже перейти, потому что, то есть, он блокирует переход на ссылку. Поэтому, скорее всего, мы будем базироваться в другой какой-то социальной сети, пока мы просто не выбрали. Но я слышала, что ты довольно успешно переходишь на ВКонтакте. Да, да, сейчас у меня ВКонтакте, ну, успешно, давайте с того, что это с нуля, да, вот, с нуля у меня сейчас 2600 подписчиков в ВКонтакте. Вот, И это без таргета? Ну, конечно, это просто люди, которые, образно говоря, ушли за мной туда, из той самой соцсети. И в Телеграме у меня, допустим, конверсия значительно ниже, потому что в Телеграме буквально 715 человек, то есть перешли в Телеграм. Но я, опять же, думаю, что сама соцсеть реально не очень удобная, то есть Телеграм, да, для того, чтобы, то есть не все люди хотят ее устанавливать, и ты не можешь там следить сразу за кучей блогеров, потому что она занимает место в телефоне там, и так далее. То есть люди очень быстро очищают, поэтому не знаю, как у Телеграма, какая судьба вообще. Максим, я, насколько знаю, ты тоже в Телеграм пытаешься перейти. Нет, в смысле, канал ты там открыл. Канал я открыл, ну, что-то, как всегда, поддался всеобщей панике. И открыл Телеграм, что-то там около 1200 человек ко мне перешло. Ну, и как бы на этом все дело пока затормозилось, не знаю, что дальше делать. Но я сильно не переживаю. Я просто понимаю, что упали охваты в Инстаграме. Если где-то было около 3500 сторисов просмотров, сейчас где-то 1500. Ну, то есть 2 там с чем-то раза упало, но как бы я не использовал эту платформу, чтобы зарабатывать. То есть я ничего вроде не изменилось. Просто сама Нет, еще... но у тебя же был блог о путешествиях, было много подписчиков. Так они и есть, там и остались. Да. И через VPN, конечно, не очень удобно, потому что часть программ не работает из-за этого дела. Захожу, что-нибудь там просматриваю, потом выхожу и как бы... Меньше стал пользоваться сетями, кстати. Даже телефон мне сказал, что что-то вы тут... У вас там 7 часов экономия теперь. Ну, вот как-то так. Ну, Телеграм тоже, правильно говорят, что там надо... Он такой своеобразный. Но там зато очень удобно читать новости. Подписываешься на рассылки разных. И спокойненько прочитываешь, там видно, сколько ты прочитал, сколько тебе еще мегабайт осталось перелопатить. Но свои публикации о путешествиях по Якутии ты все равно продолжаешь вести там в тех же соцсетях, скажем, да? Ну, моя личная активность упала. Во-первых, все-таки, скажем так, сегодняшняя обстановка, она немножко такая, ну, не знаю, тяжелая. Мое личное мнение, и не хочется что-то писать там. Вот. Как-то так. Давайте спросим у Евгения. Женя, смотри, ты как раз запустил свой YouTube-канал, и буквально после первого же выпуска начались вот эти проблемы.
отвалилась монетизация. Расскажи, на что ты рассчитывал изначально, о чем твой канал, ну и как теперь сейчас живешь, как думаешь идти дальше, куда идти дальше? Ну, изначально мой канал был создан для меня самого, как для саморазвития. В нем я общаюсь про якутскую культуру, про якутский язык, про шаманизм. Хочу узнать больше и много. И у меня не было цели о том, что заработать на этой площадке денег, вот столько-то, столько какую-то сумму, у меня такого не было. Просто у меня изначально был план, что должны просмотреть его обязательно 4 человека, а вот максимум 100. В итоге... Скромная очень цель, 4 человека. Это для себя я делал. Это мама, жена и брат с сестрой. В том числе и я сам тоже. Пересмотри. Кто-то из них выпадает, можно сказать. И вот выложил первое видео, первые сутки 1000 человек, потом 18 тысяч, второе видео выложил, уже 60 тысяч, месяца не прошло. Вот. И монетизация же началась, расскажи. Монетизация началась, да. Монетизацию, там уже свои условия. 1000 подписчиков, сколько-то тысяч просмотров. Ну, порог прошел, и на будущее тоже цели поставил, монетизацию включил. Кто-то из Индонезии смотрит, кто-то из Кыргызстана, или кто-то через VPN, я сам 5 раз смотрел. Сейчас у меня на счету $5, можно так сказать, ну, меня это не сильно интересует. Но ты не знаешь, как их вывести. Да, даже не интересовался, можно сказать. И сейчас параллельно начал изучать, конечно, другие платформы, Яндекс.Дзен, ВКонтакте. Ну, до тех пор, пока YouTube не заблокирует, я не планирую туда переходить. Другие. То есть планируешь оставаться в Ютубе? Да. Наоборот, человеку повезло, получается, что если бы ты бы уже раскрутил бы так жестко, бы кучу денег бы уже получил, Потом бы не такая смог их ситуация. А тут, вывести, ну, как не жили богато, и Нечего и начинать. да, можно не начинать. Так, Петь, расскажи, пожалуйста, у нас ведь тоже была неплохая монетизация на YouTube-канале у телекомпании. Вот что, как это все происходит? Ну, как это все происходит? Как у других пользователей Ютуба, монетизация заморожена на всех у нас 3 каналах, причем у нас там лежит сумма чуть побольше, Чем $5. чем $5. И да. мы ее тратили ведь на продвижение. опять Мы, же. да, вкладывали ее на продвижение в интернете, но вот сейчас в условиях того, что ее, во-первых, в принципе, по политике Гугла и Ютуба ее нельзя вывести, а еще и потому, что ее некуда вывести на карту МИР, допустим, мы ее не можем с Гугла вывести. Эти деньги пока сейчас там. Ну вот касательно, я послушал сейчас всех гостей, у нас не такая, на самом деле, пессимистичная ситуация сложилась. Мы, в принципе, с начала службы интернет-вещания были на всех платформах, то есть нам вот в нынешней ситуации не пришлось резко... Заводить спешно новые аккаунты. Да, Сейчас короткая пауза, буквально через пару минут мы вернемся в студию и продолжим обсуждение. Единственное, что у нас случилась конверсия хорошая, в принципе, и во ВКонтакте, и в Телеграме достаточно успешно наша аудитория перешла с тех соцсетей, которые нельзя называть сейчас. Да, мы посидели, посчитали, в общей сложности мы потеряли 500 000 человек, ну вот к сегодняшнему, к 1 апреля. Большая цифра, но стараемся работать, аудиторию не теряем, стараемся как-то адаптироваться, приучать аудиторию к тому, что мы теперь здесь. Мы теперь еще не только на Ютубе, мы еще и на Рутюбе. Они у нас прошли уже официальные все, так скажем, согласования. То есть, официальный канал у нас открыт. В принципе, у нас все более-менее оптимистично. То есть программы НВК «Саха», программы «Якутия-24», в том числе этот выпуск, можете смотреть не только на Ютубе, но и на Рутубе. Да. Верно? Ну и Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен. Петя, ну а для продвижения новостей, вообще для размещения новостей, на твой взгляд уже, да, ты просмотрел много платформ. Какая платформа сейчас самая удобная, самая просматриваемая, наверное? Где люди смотрят новости, в общем, в каких соцсетях? Новости вообще в соцсетях люди особо-то не смотрят. Ну, людям интересны сайты. Новостные сайты. То есть больше визуала новостей, все-таки. да. Идеально переходить именно для новостников, на мой взгляд, в Телеграм. Потому что туда люди приходят за экспертностью. То есть здесь наоборот, удобен Телеграм. Да. То есть для продаж Телеграм неудобен, а вот как раз-таки для чтения это каких-то на новостей, мой да, взгляд. каких-то сообщений, как раз-таки Телеграм идеальная платформа. Это, по сути, та же новостная лента. Сколько у нас добавилось подписчиков в Телеграме после того, как мы усилили там активность? Больше 7000 человек.
уже. Ну вот к сегодняшнему числу наш 7100 с чем-то. Это на аккаунте 2 телеканалов? Это на в аккаунте одного совокупности? телеканала. Одного На 2 телеканала. телеканалах, ну, порядка 10 тысяч человек. Ну, в любом случае придется адаптироваться к новым условиям. Предлагаю поговорить о том, какие платформы все-таки выбрать. Да? Вы уже немного об этом сказали. Кто-то что-то тестирует, но вот сейчас уже первые взгляды. Как вы считаете, за какими платформами будущее, если не за теми, которые запретили у нас в стране? Я помню, как появился и исчез ЖЖ, например. Все они его дорабатывали, добавляли там новые функции, и уже настолько там они ее доулучшали, что невозможно стало им пользоваться, все туда сбежали. То же самое примерно произошло и с Фейсбуком, запрещенным сейчас, да. И примерно то же самое произошло с Инстаграмом, то есть они его улучшали, добавляли функции, и на самом деле он уже был на пороге того, что он себя изживет. Поэтому я думаю, что, скорее всего, должна появиться какая-то новая соцсеть. Вот. То есть время И, требует возможно, новых в России решений, да, она наверное? появится, да. Ну и самое главное, куда пойдет аудитория, туда все и пойдут. Сейчас к осени вот это будет решаться. То есть где все соберутся, если все соберутся на Рутубе, все придут на Рутуб. То есть как-то общество должно само куда-то прийти в одно место и там собраться, и все будет нормально. Алексей, ты вот сам сказал, что ты уже настолько старый, что помнишь ЖЖ, и ты, конечно, и ты помнишь форумы ИКТ ведь? Да. Вот, я предлагаю еще поговорить о ИКТ, кто его помнит, да? Потому что какое-то время... Помянем. Потому что какое-то время, ну, вся аудитория, ну, по крайней мере, Якутска, она точно там была. Вот. Мог бы ЕКТ заменить, действительно, вот сейчас, если бы ЕКТ не ушел, остался здесь, закрылись, например, запретили некоторые платформы. Да, как вы и Ну, считаете, если сейчас можно было бы какой-то продавать через ресурс ЕКТ? создастся, Можно было зеркало- бы также аудиторию зеркалом собрать. Ну, ИКТ. сейчас вот все уже и уже. Как бы не мыслить, а мерите. Потому что Инстаграм, запрещенная в России организация, она, значит, это международная организация, в которой у меня было подписчиков, у иностранцев тоже, много иностранцев. Мы сейчас идем в Рунет, да, и идем там в Яндекс. Это наша уже платформа. Пойдут ли туда... Иностранцы? Да, пойдут туда, это самый большой вопрос. В ЕКТ вы еще уже. Да, понятно, что я тоже помню болталки, ЕКТшки, вот эти все печки, и оттуда потихонечку начинали. Я бизнес свой начинал оттуда. Причем никак не касается там писательства. Вот, и я там писал, у меня был дневник. Оттуда я, кстати, и понял, что в принципе можно продвигаться дальше, потому что людям это интересно. Но это все очень узко. Понимаете? Ну, то есть поэтому- ЕКТ ушел вовремя, можно сказать, в принципе. Да? Ну, за это я не могу ответить. Это пусть специалисты говорят. А я к тому, что... Ну, к тому, То есть он что... свою функцию выполнил. Свою функцию и- выполнил, и всё, да. Надо какую-то большую сеть. Если мы будем где-то в России создавать что-то свое, вот Яндекс старался им не пользоваться только потому, что это уж вот такой сильный агрессивный маркетинг именно наш, который затмевал все. Я пытался там с Гуглом как-то, ну вот, вот. А сейчас вот выборов все меньше и меньше. Поэтому То есть мы приходим к тому, что нужна какая-то новая соцсеть. И не обязательно, чтобы Надо она была понять, мы российская. вообще Может быть, она была и мировая сами тоже, по себе теперь, и нам никто не нужен. Или все-таки мы что-то хотим, чтобы кто-то Нужно решать, проявлял принять интерес. решение. Даша, Да, у тебя ведь конечно. тоже был блог на дневниках, я даже помню твой ник Бронислава Мэй. Да, я вообще как блогер, наверное, там началась, и до сегодняшнего дня очень многие люди до сих пор не знают, как меня зовут по-другому, ну то есть, что не знают моего настоящего имени. И, конечно, я когда думала, то есть о том, что стоит вести, может быть, лайв-формат, вполне возможно было бы вести и на ИКТ. То есть если есть запрос именно лайв-формата, то для этого не обязательно нужны какие-то, ну, мировые соцсети. То есть тебе нравится, ты там присел себе, у тебя там твои родные все на тебя подписались, ты вещаешь какой-то интересный контент, рассказываешь, делишься своими личными новостями, то, мне кажется, это было бы вполне актуально, потому что сейчас, на сегодняшний день, у нас, например, в республике происходит много классных событий, да, и, в принципе, то есть их таким освещением занимаются только официальные вот каналы, да, какие-то паблики, может быть, что блогеры почему-то перестали это делать. Мне кажется, что если бы мы, допустим, переместились в какую-то маленькую локальную, да, соцсеть типа ИКТ, то, возможно бы, так скажем, тренд на то, чтобы освещать то, что происходит в республике, появился бы взрос гораздо. Мне кажется, так. Интересно. По скайпу из Нюрбы у нас видеоблогер, ютубер Олесь Петрович. Олесь Петрович, здрасте. Здравствуйте, я вас слышу. Да, отлично.
Что вы пересмотрели в своей работе с потерей монетизации? Да ничего, в принципе, на нее опоры никакой не было. Это было не главное, да, для вас? Нет, это было не главное 100%. Это был видео как бы такой дневник. И да, я вот для меня, знаете, как вот наши эти минус 50, когда я был в средней полосе России, допустим, да, кому-то говоришь, там, ребятам из Краснодара, что у нас минус 50, они тебя не понимают, тебе не верят в это. И тут вот я вот этим видео на весь мир донес, что вот да, вот у нас такие условия. И это как бы для меня была победа. Вот и все. Как-то так. Да, ну потом пошли, конечно, интересные факты, разнообразные наши традиции и так далее. Ну, все это, конечно же, погода и так далее, и тому подобное, как мы живем, как мы рыбачим. Вот рыбалки Куюр, рыбалка Мунха, потому что этого нигде нету, абсолютно нигде. И вот таким образом я как-то вырос до 404 тысячи у меня сейчас. Да. Очень, конечно, жалко, что это все дело потеряется, возможно. Но как бы цель достигнута. Я крикнул. Самое главное. Но вы сейчас продолжаете, ну, будете продолжать там же на Ютубе или рассматриваете для себя какие-то альтернативные площадки новые? Там тот же Яндекс. Я завел Телеграм, у меня был с Яндексом, я параллельно где-то год назад начал канал вести свой, и он перестал отзываться почему-то. Я обратился к ребятам знающим, они сказали, что у меня заблокирован канал. Потом мне как бы взялся еще один парень вести следующий канал, то есть взяли все с нуля. Что-то я там неправильно делал, ссылки не оставлял в Ютубе и так далее и тому подобное. Он начал этот канал, и его через, по-моему, полгода тоже заблокировали. Потом я начал узнавать, ну, я общаюсь много с кем, с ютуберами, и не только как бы по Якутии, но еще и в России, там более или менее крупные. Они все говорят, да, с Яндексом такая вот ерундища творится, потому что, ну, каналы блокируются. Как только канал выходит на монетизацию, появляется крупная сумма, а он берет, клинит, короче, и все, и все, и до свидоса, ничего не происходит. С Рутубом, я говорю по поводу Рутуба, что это такое. Это как будто вы с шикарного, комфортного Лексуса с Ютуба пересаживаетесь на старый гнилой Запорожец. Да. Вот это что такое Рутуб. Он меняет название. Он, кстати, его делали ребята с Украины. Там очень много оборотов и речевых всяких штучек именно украинских. И он меняет название ролика. Он грузит. Модерация происходит в ручном режиме. Я вот не представляю, как вот эти потоки можно будет в ручном режиме все это дело пересмотреть. То есть, ну, естественно, YouTube — это очень комфортная, классная платформа со всеми прилагающими, как иномарка. Вот как мы с УАЗика или там с какой-нибудь, с Жигулей каких-нибудь пересаживаемся в отличную машину и начинаем ехать. Вот все то же самое. Я надеюсь, как наши вот делают ракеты, так они, возможно, зададутся какой-то целью и сделают обалденную платформу. То есть такую обалденную именно. Как-то 2 года назад ко мне с рекламой обращались ребята со Сферы, такой проект. Там типа WhatsApp, Instagram, Telegram и YouTube, все включено в одну и ту же как бы платформу. Но что-то у них не получилось. Я надеюсь, что какая-то такая платформа действительно выстрелит. И вот правильно сказал человек, где туда, куда все уйдут, там и будет движуха.
Алис Петрович, спасибо. Да, мы продолжим обсуждение в студии. Действительно, да, эта мысль очень правильная. Алексей ее озвучил о том, что пора, уже все созрели, наверное, для создания чего-то нового, для новой соцсети. Вот хотелось бы узнать у вас, какой вы ее видите, что она должна в себя включать, из чего состоять, как вы считаете? Вообще делать прогнозы сейчас дело неблагодарное, но все же какие вот вы видите для Да. себя Но в возможности? то же время я думаю, что вот в советское время мы все ходили в одинаковой одежде, 140 миллионов человек. Абсолютно все одинаковые. Сейчас кажется, ну, не представить, а ведь так и было. Все были в одинаковых кедах этих красных, По крайней как мере, один. школьная форма. Да, вообще Школьная форма точно 100%. была И одинаковая. считали, что это нормально. То точно так же, наверное, мы будем вспоминать времена, когда мы все 100% сидели в одной соцсети, все вместе. Наверное, этого уже не будет никогда. Постепенно вообще люди планеты Земля будут как-то в этих... Кто-то соцсеть там для молодежи, кто-то для пожилых, кто-то для любителей там этого, кто-то для любителей А метавселенная, того. такое понятие, вот как вы считаете? Ну и оно? метавселенных будет много, если даже якутские компании уже начинают Ну, то создавать есть люди свои... разбредутся по этим метавселенным? Да. После короткого перерыва мы вернемся к обсуждению темы. И вот по поводу ИКТ, да, что вот эти возгласы, что все пропало, нас от всего отключили. Вот этот кейс с ИКТ, это вот где-то в Якутии в одном городе создали отдельно взятый якутский интернет, и там внутри уже была социальная сеть с видеохостингом, со всеми делами. Там все, у нас было все, что есть в современных социальных сетях еще в каких-то там 2000-х годах. Все работало, там была оптика, все было нормально. То есть, в принципе, мы даже без мирового интернета в одном Якутске у нас был свой отдельный интернет, свои отдельные соцсети, и мы нормально жили. Наши ребята как-то это все ручками написали. Поэтому говорить, что там Россию от Яндекс.И, от Гугла отключат, и все, мы пропадем, у нас все перестанет работать. Да, наши ребята напишут, сделают, и все будет работать, и все будет нормально. Вот в этом я абсолютно уверен. Ну, надо просто немножко подождать, посмотреть, что будет. На мой взгляд, касательно кейса ИКТ, это все-таки была экосистема в одном месте, где были и форумы, и видео, и какие-то еще истории. Ну, то есть человек туда попадал и сразу все свои потребности закрывал. На мой взгляд, сейчас ему альтернатива очень хорошая, это ВКонтакте. Это же не просто уже твоя персональная страница, там и афиша, и гороскоп, и погода, и, ну, в общем, все, что отвечает современному, что нужно современному интернет-пользователю. На мой взгляд, Сергей, ты говорил про метавселенную, это сложно. Для нее нужен мощный компьютер. То есть, условно, не каждый человек сможет в нее попасть. На мой взгляд... Сейчас мобильное устройство даже настолько развито. Нет, там Кажется, именно что компьютер. Даже технически это годик-два, и уже точно по метавселенным можно будет смело гулять по ним, там, я не знаю, как по городам. Ну, если ее смогут уложить в мобильное устройство, то да, почему нет? Сейчас... Если телефон еще будут продавать. Да, если телефон будет Ну, к продавать. тому моменту. да. Ну, а последнее, то, что я о чем хотел сказать, это если вот какая идеальная соцсеть будущего, это экосистема. Это не просто одна соцсеть, а то, что закрывает все потребности интернет-пользователя. Мгм. Международная. vk.com. Он международный, туда можно зайти с любой страны. Понятно. Все понятно? Лишь бы было как бы тоже признано это все дело. Евгений, вот хотим услышать тебя. Ты сделал блог для себя. Планируешь ли ты каким-то образом развиваться дальше? И если вдруг YouTube закроют, куда бы ты хотел перейти? Или, может быть, в какую ты видишь для себя идеальную систему? Как она должна выглядеть? Ну, не хотелось бы представлять, что YouTube закроют, но все же, если такое случится, то, как сказал Петр, то я вижу идеальной соцсетью ВКонтакте. Да, мы раньше все там сидели, вся молодежь, потом только вот Инстаграм появился, и все туда перекочевали. И сейчас, как я вижу, страницу я восстановил, все есть, подписчики даже сохранились, можно сказать, друзья. Туда не подписчики были. И вот, и там все удобно. И видеозаписи, и аудиозаписи, и свои объявления, рубрики Там и есть. формат сторис появился, да, там какие-то Да. такие вещи. Улучшают постепенно. Ну, на мой взгляд, ВКонтакте очень... то есть после Инстаграма, например, ВКонтакт очень тяжело перемещаться, потому что все-таки Инстаграм нас избаловал к определенному виду визуала, что все-таки мы все старались... Фильтров нету Ну, ВКонтакте, фильтры, ладно, фильтры меня не пугают. Меня не пугают фильтры, меня больше пугает, ну, такое слово сейчас, наверное, эстетика, да, что все-таки люди старались, то есть думали, делали как-то, планировали свою ленту, скажем так. То есть если ты заходишь в ВКонтакте, просто очень тяжело. Там
все вот тебе в глаз просто залазит. И, ну, если ты, скажем так, эстет, то тебе реально сложно быть ВКонтакте, потому что она... Ты привык, что у тебя красиво, ты листаешь. Ну, как Да. видеожурнал получается. Да, ну, вот ты именно, да, сидишь, что есть какая-то лощеность смотришь. Но определенная. Pinterest ведь Есть еще огромное- не запретили. Еще огромное количество профессий людей, которые сейчас, то есть, занимаются именно фотоконтентом, да, для Инстаграма, для социальных сетей, там, и специально делали красивые фотографии еды, там, вот это все, чтобы это было максимально такое желанное. А ВКонтакте всего этого нет. Если зайти, допустим, что там сейчас в актуальном видео или в актуальном в рилсах, то я думаю, что, если уж говорить конкретно, я скажу про жителей Якутии, наверное, что у нас уровень эстетического восприятия выше, чем то, что предоставляет сейчас ВКонтакте. Мгм. Ну, то есть вот индустрия красоты. Да. Ну и мы вообще, в принципе, живем в таком регионе, где очень красиво. То есть мы питаемся всегда природой, у нас красивое чистое небо, у нас всегда все так доступно, классно, здорово, что мы с этим растем. И поэтому, когда мы уже смотрим, мы уже на интуитивном уровне, скажем так, с молоком матери отличаем красивое от некрасивого очень легко. Но вот я от Алексея услышала тезис, что если сначала интернет всех объединял, то сейчас он начнет всех разъединять уже по профилям, интересам там и так далее. Вот, Максим, ты как считаешь? Ну, я не могу ответить, наверное, на этот вопрос, потому что мы опять говорим о России, то есть в мире никаких изменений не происходит, я так понимаю. То есть все также пользуются Инстаграмом, а мы тут начинаем разъединяться тут у себя. Ну, так мы с этой точки зрения смотрим, или это все-таки какая-то мировая тенденция сейчас? Допустим, мне Инстаграм, вот правильно было замечено, что это более простая система, где ты фоточку загрузил, небольшой текст написал красивый, все, ты уже отстрелялся. А ВКонтакте это уже надо думать, надо уже что-то там продвигать, надо уже что-то писать. И плюс тоже есть, потому что в Инстаграме очень маленькие тексты, приходилось их там вместо Плюс больше картинок. инструментов приходится использовать в ВК. Ну там сложнее Определенные уже. Там, сложности возникают ты уже из-за этого. понимаешь, что ты больше времени потратишь на это дело, оно тебе надо или нет. Ну, вот в моем случае, наверное, не надо. Ну, то есть зачем заморачиваться, если... Ну, как-то так. Ну и, Поэтому- кстати, ты сказал, что меньше времени тратишь на соцсети. Вот это вот, мне кажется, сейчас все заметили, это может быть не так уж и плохо. Ну, опять, это мы начали делать. Ну, то есть россияне они начали меньше, они, да, меньше смотрят и так далее. Вариант, что, может быть, все устаканится и придет. Ну да, может быть, просто нужно выждать какое-то время определенное. Да, и Сейчас, всё потому что в само Инстаграме собой вернется. активность вернулась. На какой-то момент она прям сильно упала. Например, да, у меня ну, условно в сторисах было 3000 просмотров, 3,5. Сейчас был момент, точнее, когда стало 700 просмотров за сутки. Сейчас 2-2,5 тысячи. То есть она как бы выравнивается, можно сказать. И количество подписчиков на данный момент за последнюю неделю растет. Почти на 500 человек выросло. Но я думаю, он упал после того, как эти соцсети объявили запрещенными, а начал обратно подниматься после того, как сказали, что пользоваться ими можно, просто не надо покупать рекламу. Все стали ставить себе VPN. Да. Научились ставить VPN, и все пошли обратно в Инстаграм. Вот, и, в принципе, если говорить уж так, да, то вот глобально ничего, допустим, для меня, как для блогера, например, не изменилось. У меня даже больше интеграции рекламных стало. То есть потому что таргета-то нет. Соответственно, куда идти? Все идут к блогерам. То есть на прошлой неделе у меня, допустим, в день было буквально по 4 обзора. То есть я просто ходила, я не успевала, не успевала снимать. просто. Благодаря тому, что таргет отключился, я думаю, что блогерам, наоборот, в Инстаграме будет Всё лучше. верно. Да, Так будет и лучше. есть. Да. То есть я, например, пока что остаюсь там, потому что я там зарабатываю. Так что, Максим, Ну, стоит я тоже обратить там внимание. остаюсь, потому что ну, как бы я уже привык к этому делу. Также вот как... Подписчиков наверняка станет больше в ближайшее время. Ну, Так что стоит пока меньше размещаться. стало. Стоит продолжать размещаться. Человек на точно. 25 у меня потихонечку куда-то исчезает. Но я ничего не писал с 24 февраля. Ну вот, да, стоит Наверное, набирать. да, стоит. В плане того, Набирать что потери. в мире, да, вот мы в России на самом деле очень много впереди других стран идем по развитию интернета и социальных сетей. Потому что там где-нибудь в Дубае там, или в Стамбуле, там, где мы считаем Дубай там какой-то страной, там на вывесках номер факса пишут до сих пор. У них они вообще там вот, бизнес дубайский, он вообще не знает, что Инстаграм существует. И на планете очень много мест, которые еще люди вообще не начинали еще пользоваться. Мы его уже прошли, а вообще в целом на планете интернет-то только начинается. Поэтому Ну, здесь еще, наверное, влияет уровень образования. Там, да, нет, в России очень быстрый и дешевый интернет, даже по сравнению Доступный, с Европой. да. А говоря уже там о других странах, ну, Китай отдельно, но
в мире интернет только начинается. И вот эти новые соцсети, новые сервисы, новые метавселенные, это все будет появляться только сейчас. Поэтому, как бы, я думаю, не надо так сильно расстраиваться, что мы что-то там пропустили. Прошли, забыли и идем дальше. Вот моя позиция такая. То есть это нас откинет, я говорю сейчас о России, откинет ли это нас назад, или это наоборот придаст нам там, ну, какого-то ускорения, я не знаю, и мы изобретем что-то Ну, может быть, абсолютно супер. новое. Да. Там. Наверное, вот сначала откинет, а потом... Экономический ущерб есть. Потому что все эти маленькие бизнесы, которые были в стране, очень много предпринимателей жили только за счет Инстаграма. И это в одночасье все рухнуло. Вот те, которые сидели на таргетированной рекламе, я имею в виду, вот, и, конечно, есть экономический ущерб. И он очень большой. Потому что был момент, когда люди уже говорили, где больше покупателей, в Инстаграме или в торговых центрах. Вот даже такое было. То есть это можно представить, что одновременно снесли там целые торговые центры в один день по всей стране. То есть это вот примерно такой эффект сейчас произошел. Но я думаю, что в интернете это же не торговый центр просто. В интернете все происходит гораздо быстрее. То есть я думаю, что к осени все вернется более-менее нормальное состояние в плане экономики. Но, с другой стороны, у нас в Якутии, скажем, не так много было блогеров, я про YouTube сейчас говорю, которые монетизировали, и для которых это были существенные деньги. Но, тем не менее, наши дети, они были подписаны на блогеров, которым там, у которых миллионы подписчиков, которые, в общем-то, ничего не делают, распаковывают красиво подарки, там, и при этом зачем учиться? То есть вот мне дочка, например, говорила, зачем мне учиться, если я могу стать блогером? Ровно то же самое у моих детей. Они мечтают быть миллионерами и вести свой блог. То есть вся цепочка. И самое интересное, что сейчас, когда смотрят они, опять же, эти мультики всевозможные, там какие-то стримы, то там блогеры их приглашают. То есть уже сейчас, то есть блогерам их там, скажем так, дети приходят и говорят, мама, беда, YouTube закрывают, негде будет смотреть мультики, установи нам ВКонтакте, мы будем их там смотреть, типа, надо скинуть деньги. Типа, то есть у них уже внутри есть, то есть давят на вот эту детскую эмпатию. Это понятно, что мои пятилетки, возможно, не сильно, там у них нет еще доступа к деньгам, да, но есть дети, да, которых 7-8 лет, у которых есть свои Тинькофф-карты, которые могут там, уже что-то делать, да, то я думаю, что от сострадания они, наверное, там где-то сливают родительские деньги по-любому. Ну вот, может быть, наоборот, хорошо, что вернули нас таким образом в реальность, и можно детям теперь объяснять, что в школу ходить все-таки надо. Ну, во всем всегда есть во всем свои плюсы, свои минусы. Как бы. Понятное дело, что данная ситуация всех заставила хорошо задуматься и начать генерировать что-то новое. Конечно, просто, наверное, еще из-за того, что это такой протяжной эффект стресса, да, начиная с момента, когда мы резко перешли в онлайн, а теперь мы резко должны куда-то из него еще раз пойти. Ну, то есть это очень сложно, потому что последний, там, начиная с начала 2020 года, вот это вот шторм, если говорить как для предпринимателя, то это крайне сложно. Ну, то есть не успеваешь, вот только вот голову высунул, воздуха захлебнул и обратно ныряешь, и дальше там болтыхаешься. Вот с такими вот перебежками. Я не знаю, как у вас, но в нашем случае, вот именно по производству одежды, это вот так выглядит. Блогеры, предприниматели и артисты должны все время изображать, что у них все хорошо. Потому что если артист, значит, не ездит на дорогой машине, значит, его никто не приглашает, значит, он плохой певец. Или блогер должен изображать, что у него много денег, иначе как бы никто ему не будет заказывать рекламу. Но часто это является, вот я по секрету скажу дорогим жителям Якутии, что часто это все имитация существ. Поэтому никакие блогеры не вышли на манифестации с требованием вернуть свои миллионы, может быть, потому что их не было. Вот, на самом деле. Поэтому детям я хочу сказать, не верьте. Вот социальные сети эту сказку, кстати, любят, да? Вот, любят продвигать эту идею о том, что не надо работать, просто на Ютубе размести видео, получишь миллионные просмотры и будешь там сидеть на... Там, YouTube сам тебе будет платить кучу денег. Вот эта сказка очень сильно транслируется, там, пропагандируется, но по факту все очень далеко не так радужно и не так просто. И даже вот эти дети, которые там что-то распаковывают, там, если вникать, как это все работает, там все совсем не так легко и весело. Поэтому наверное, сегодня в день дурака я хочу сказать, что ребята, ребята, подумайте о нормальных, хороших профессиях.
В общем, короче говоря, нужно стать миллионером, чтобы вести свой блог, а не вести свой блог, чтобы стать миллионером. Это точно. Хорошо сказано. Тогда у вас кстати. все будет четко, правильно и Да, то есть правдиво. не нужно зависеть, наверное, от соцсетей, даже вот правильно так, да, как-то это вот укомплектовать, мне кажется, да, что если мы зависим от соцсетей, то это уже реально плохой бизнес получается, потому что если реально всего тебя заберут, то ты как бы все, раз, два, и у тебя ничего нету. Вообще, вот соцсети – это же отражение реальности, да, отражение тебя. Вот. И для того, чтобы отражаться, ты должен что-то из себя представлять, да, чтобы было что отражать. Вот. Но для того, чтобы себя что-то представлять, нужно учиться, да? То есть, круг у нас замкнулся, что ж, предлагаю, наверное, на этой мысли, может, мы закончим нашу программу. Ну что ж, на этом со зрителями телеканала НВК Саха мы прощаемся до следующего понедельника. А на канале Якутия-24 программа Якутия Лайф выходит по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.